Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК «Саха», программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Ларина Сукуева. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Как проверить автомобиль на обременение перед покупкой? Ребенок – главный пассажир, памятка для родителей. Как правильно проехать перекресток Билибина и Устах-Избекова в Якутске? Какую работу проводит ГАИ с детскими организациями? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии сегодня проверит Лира Тимофеева. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 10 по 16 ноября зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, где травмировано 4 человека. Так, 10 ноября на проспекте Ленина в Якутске женщина, управляя автомобилем Lexus, не выдержав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершила наезд на пешеходное ограждение. В данном происшествии пострадавших нет. Водитель от проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась. В тот же день на 13-м километре автодороги Вилюй водитель, управляя автомобилем Honda Fit, совершил наезд на дорожные знаки, съехал с дороги с последующим опрокидыванием и покинул место ДТП. 12 ноября в Якутске 19-летний водитель Toyota Belta совершил наезд на барьерное ограждение. Проведенное освидетельствование выявило у водителя 0,34 мг алкоголя. 14 ноября на улице Орджоникидзе водитель Subaru Impreza из-за состояния здоровья совершил наезд на два автомобиля Toyota Caldina и Toyota Wish. Затем по инерции совершил наезд на опору светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила водителя Subaru Impreza в медучреждение. Уважаемые водители, в соответствии с пунктом 2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения. Необходимо быть внимательным к своему самочувствию. Если у вас недомогание, головокружение, лучше отказаться от поездки. Если вы намерены приобрести автомобиль, важно убедиться, что в отношении транспортного средства нет никаких обременений. Если после сделки выяснится, что машина находится в залоге у банка или арестована из-за долгов по алиментам, то договор купли-продажи могут аннулировать, а у вас изъять транспортное средство. На каких сайтах можно проверить информацию о наличии обременения и на что еще обращать внимание при покупке, рассказываем в следующем сюжете. По статистике, каждый квартал в России похищают более 130 тысяч автомобилей, а потом выставляют их на продажу. Покупателя краденого транспортного средства ждет конфискация авто и необходимость в даче показаний по уголовному делу. При этом саму сделку никто не отменяет. Водитель так и будет считаться собственником машины, а значит, решать свалившиеся на его голову проблемы тоже будет он. Возвращать деньги придется через суд, но так как мошенники после сделки обычно теряют концы, новый владелец останется ни с чем. Как же узнать, что покупаемое авто не числится в розыске? Как уберечь себя от неприятностей и потери денег? Нужно выполнить проверку транспортного средства по базе ГАИ. Проверка авто по номеру или ВИН в базах госавтоинспекции поможет понять, насколько технически исправен и юридически чист интересный вам автомобиль. Чтобы пробить авто на главной странице сайта ГАИ, заходим в раздел «Сервисы», выбираем вкладку «Проверка авто», на открывшейся страничке вбиваем ВИН авто и смотрим результаты. Тут также можно посмотреть данные из ПТС авто, историю регистрации, ограничений, диагностическую карту, наличие ДТП и розыск. Однако проверка автомобиля на сайте ГАИ бывает не работает. В этом случае вы можете воспользоваться проверкой сервиса «Автокод», «Дром.ру» и «Номерограмм». По госномеру вышеназванные сервисы предоставят информацию не только из базы ГАИ, но и из других официальных и коммерческих источников – ФНС, ФТС, реестр такси, страховых компаний, банков, автодилеров и других.
Из отчета вы узнаете полную историю автомобиля от ограничений залогов до истории пробегов. Перевозка детей на транспорте – одна из важнейших и актуальных проблем в сфере безопасности дорожного движения. А в зимний период эта тема требует особенного внимания, когда в условиях ухудшения видимости повышается аварийность и ожидается проведение массовых новогодних мероприятий. О том, какую работу проводит госавтоинспекция с детскими организациями, нам сегодня расскажет старший инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения госавтоинспекции Ирина Ефремова. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Как на сегодняшний день в республике складывается ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом? На сегодняшний день на территории республики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 9,4% количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Всего зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий. От общего количества дорожно-транспортных происшествий в республике, в результате которых, к сожалению, погибло 3 несовершеннолетних и 105 получили различные травмы. А в каких районах Якутии больше случилось происшествий с участием несовершеннолетних? Ну, на первом месте, конечно же, у нас город Якутск и пригород. На втором месте это Алданский улус и далее это Намский. В этих районах допущено увеличение дорожно-транспортных происшествий именно с участием детей. Вот если вспомнить, получается, за лето у нас как раз-таки самые страшные дорожно-транспортные происшествия с участием детей произошли в Намском районе 2 случая, где подростки управляли мототранспортом и, не справившись с управлением, в результате столкновений до летального исхода все это, к сожалению, закончилось. А чаще всего кто в таких происшествиях виноват? Сами дети или водители автомобилей? Ну, если брать по статистике, в основном дети страдают как пассажиры, как пешеходы, и в данном случае, в случае вот летних дорожно-транспортных происшествий с участием детей, они пострадали как водители, которые не имели права управления данным транспортным средством. Тут хочется отметить, да, что дети 16 лет имеют право управлять мопедами и легкими мотоциклами, но только в случае прохождения полного обучения в автошколах и получения ими водительских прав. Тут дети, получается, не обучались и, к сожалению, попали в такие страшные дорожно-транспортные происшествия. Ну, еще, наверное, не стоит забывать про экипировку соответствующую, да? Да. А какие профилактические мероприятия проводятся сотрудниками ГАИ? На сегодняшний день за 10 месяцев, получается, у нас реализованы очень многие мероприятия, да, профилактические. Первый этап, второй и третий этапы профилактического мероприятия «Внимание, дети». Также в Центре отдыха и здоровья «Сосновый Бор» в городе Якутске у нас прошел республиканский 28-й сбор Малой академии дорожных наук и также соревнования «Безопасное колесо». Также комплексно и регулярно сотрудниками госавтоинспекции совместно с другими министерствами проводятся различные рейды по задаче снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и несовершеннолетних. Также из последних, если таких рейдов рассказать, то у нас проходило оперативно-профилактическое мероприятие с подразделением по делам несовершеннолетних под названием «Спаси ребенка». А во всех ли садах, школах обучают детей безопасности на дороге? Вот какие школы и садики вы могли бы отметить? Вообще у нас активных школ можно отметить по городу Якутску 45, да, в которых у нас имеются отряды юных инспекторов движения. Это 3-я школа города Якутска. Из детских садов можно отметить детские сады 203-го микрорайона, номер 26, Сардана, Тулукчан и Кончари.
Белоснежка еще ясно. Да, и Белоснежка. Но на самом деле, это вот я то, что сейчас вспомнила, их очень много, и мы весьма плотно работаем с ними, каждый раз встречаемся и проводим детям различные лекции и в игровой форме, и в форме викторин, показываем видеоматериалы, да, по правилам дорожного движения. И всегда детям очень нравится, всегда очень живо реагируют, поэтому мы сами именно вот как пропагандисты очень любим эту сторону нашей работы. А сколько на сегодняшний день в Якутии юных инспекторов движения и их помощников? Всего на территории республики у нас насчитывается около 300 отрядов юных инспекторов движения, и это получается где-то 3700 учащихся у нас, которые активно знают и обучают других своих сверстников правилам дорожного движения. На сегодняшний день за 10 месяцев у нас проведено более 140 мероприятий именно с участием юных инспекторов движения. Получается, с детьми вместе для первоклассников проходят посвящение в пешеходы, где юные инспектора движения рассказывают в игровой форме и информационно доводят детям о правилах дорожного движения. Спасибо, Ирина. Я напоминаю, что у нас в гостях была старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Ирина Ефремова. А мы продолжаем. И продолжит разговор о ПДД наша постоянная рубрика «На месте». Давайте разберемся, как правильно проехать перекресток улиц Билибина и Устах-Избекова. На что следует обращать внимание при отключенном светофоре или при режиме мигания желтого сигнала светофора. Этот перекресток, как оказалось, многих водителей вводит в заблуждение. Те, кто двигается по улице Билибина, при повороте налево убеждены, что встречные машины обязаны им уступить, ведь у них главная дорога. При этом, заметьте, работает светофор. В настоящий момент на перекрестках установлен и работает светофорный объект, и правила перекрестка регулируются сигналами светофора. А когда светофор сломан или не работает и отключен по каким-либо техническим причинам и включен мигающий желтый сигнал светофора, в таком случае перекресток является нерегулируемым. В таких случаях проезжать перекресток нужно в соответствии с установленными дорожными знаками и правилами проезда на нерегулируемых перекрестках. И у нас перекресток является неравнозначным, и нужно ориентироваться на указатели главная дорога, направление главной дороги и уступить дороги со стороны второстепенной дороги улицы Устаха-Избекова. Пункт 6.15 ПДД гласит, что в случае, если значение сигналов светофора противоречит требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора. Из этого следует, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Если главная дорога меняет свое направление на перекрестке, то правило проезда перекрестков не меняется. Вначале разъезжаются водители главной дороги. Если их траектории не пересекаются, то они едут одновременно. А если их траектории пересекаются, то первым проезжает водитель, у которого нет помехи справа. А затем разъезжаются водители второстепенной дороги. То есть, если вы двигаетесь по улице Устах-Избекова, значит, находитесь на второстепенной дороге. Поэтому должны уступить дорогу всем автомобилям, находящимся на главной дороге, то есть на улице Билибина. По статистике, в автомобиле, не оборудованном специальными удерживающими приспособлениями, погибает каждый 6-й ребенок, а каждый 3-й остается инвалидом на всю жизнь. Тем не менее, многие родители с завидным упрямством не придают значения элементарным мерам безопасности, соблюдение которых позволит сберечь жизнь и здоровье их чад. Продолжение темы в нашем следующем материале. При аварии, резком торможении или столкновении на скорости 50 км в час вес пассажира увеличивается примерно в 30 раз. Поэтому перевозить детей на руках категорически запрещено. Удержать юного пассажира практически невозможно. В связи с этим для безопасности ребенка придуманы специальные автокресла и подобные удерживающие устройства.
Грудные дети до года в первые месяцы жизни ребенка для транспортировки детей используют автолюльку с маркировкой 0. Ребенок лежит в ней полностью горизонтально и удерживается спецремнями. Пассажир младше 7 лет обязательно должен ехать в машине в детском автокресле или в детском удерживающем устройстве другого типа, соответствующему его росту и весу, как на переднем сидении, так и на заднем. Дети от 7 до 12 лет на заднем сидении машины разрешается перевозить не только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием штатного ремня. На переднем сидении авто несовершеннолетний должен обязательно размещаться в спецустройстве. При этом, если ребенок, которому не исполнилось 12 лет, ростом выше 150 сантиметров и весом больше 36 килограмм, пристегнут на заднем сидении стандартными ремнями безопасности. И это не нарушает норм, предписанных правилами дорожного движения. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Однако, если школьник ниже 1,5 метров, то использовать удерживающее приспособление нужно, пока юный пассажир не вырастет. Также стоит обращать внимание на вес. Ребенка можно пристегивать ремнем, если он весит более 36 килограмм. Ремнем безопасности без спецкресла можно пользоваться, когда ребенок достиг 12 лет и роста 1,5 метра. При этом школьник может сидеть как на переднем сидении, так и на заднем. Штраф за перевозку детей без автокресла. Штраф за отсутствие детского кресла зависит от того, кто совершил нарушение. Согласно статье 12.23 КоАП РФ, нарушение правил перевозки людей физическое лицо, например, родитель или родственник, должен заплатить 3000 рублей. Должностное лицо, например, воспитатель, учитель или таксист, 25 000 рублей. Юридическое лицо 100 000 рублей. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них сегодня многодетная мама Лира Тимофеева. Лира, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каков ваш стаж вождения? Права я получила в 2014 году. Это где-то 11 лет. Да. Давайте проверим, насколько свежи ваши знания правил дорожного движения. Итак, вопрос номер 1. Этот дорожный знак рекомендует двигаться со скоростью 40 км в час, требует двигаться со скоростью не менее 40 км в час или запрещает движение со скоростью более 40 км в час. Ваш вариант, Лира? Так, я думаю, это третий вариант. Запрещает движение со скоростью более 40 км в час. Так, ваш вариант ответа принят. Следующий вопрос. При таких сигналах светофора и жесте регулировщика вы должны остановиться у стоп-линии, продолжить движение только прямо или продолжить движение прямо или направо. Так, думаю, это первый ответ. Остановиться у стоп-линии. Так, ваш вариант номер 1. По какой траектории вам разрешено продолжить движение налево? Только по А, только по Б или по любой из указанных? Так, я думаю, по любой из указанных. Вариант номер 3 принято. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушил правила остановки? Оба, только водитель автомобиля, только водитель мотоцикла или никто не нарушил? Это дорога вне населенного пункта, хоть там и есть линия, пунктир, но я думаю, они нарушили оба. Так, вариант номер 1 получается, Да, оба, да? Да. Ага, принято. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Только автобусу, только легковому автомобилю или никому? Только автобусу. Так, очень уверенно вы ответили. Вариант номер 1, Да, только по автобусу. главной дороге едем, поэтому. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? 150-300 метров, 50-100 метров или непосредственно перед неровным участком дороги? Вне населенного пункта, мы в деревню там часто ездим, я заметила, где-то 150-300, я думаю. Так, вариант номер 1 Да. принято.
На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? Не менее 10 метров, не менее 15 метров, не менее 20 метров или не менее 30 метров. Ваш вариант каков? Ну, пусть будет второй вариант, не менее 15 метров. Вариант номер 2, 15 метров. Следующий вопрос. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью? Разрешается. Разрешается, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам, или запрещается? Разрешается, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам. Вариант номер 2 принято. После въезда на этот перекресток вы должны уступить дорогу легковому автомобилю, въезжающего на него. Вы будете иметь преимущество перед легковым автомобилем, въезжающим на него, или вам следует действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля. Второй вариант, вы будете иметь преимущество перед легковым автомобилем, въезжающим на него. Вариант номер 2 принято. Вы намерены остановиться слева от тротуара. В каком случае вы обязаны включить указатели поворота? Перед перестроением, перед остановкой или в обоих перечисленных случаях? В обоих перечисленных случаях. Вариант номер 3. Да. Это был последний Лира-вопрос, а ваши результаты проверит преподаватель ПДД, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Лиру. Итак, первый вопрос. Это дорожный знак. У нас установлен знак ограничения максимальной скорости, то есть мы должны двигаться не более 40 км в час. И вот этот данный знак ограничения максимальной скорости работает до перекрестка или до конца населенного пункта, или до конца зоны действия, или конец зоны ограничений, конец зоны всех ограничений. Поэтому здесь ответ 3 запрещает движение со скоростью более 40 км в час. Здесь вы правильно ответили. При таких сигналах светофора и жесте регулировщика вы должны. При наличии регулировщика мы должны руководствоваться только регулировщиком. В данном случае у нас светофоры не работают. Поднятая вверх рука регулировщика – стоп. Значит, вы должны остановиться перед стоп-линией, то есть остановиться у стоп-линии. Ответ был правильным. По какой траектории вам разрешено продолжить движение налево? В данном случае у нас 4 полосы, 2 в каждом направлении. А и Б – это ваше направление, поэтому здесь водитель сам выбирает, по какой траектории он будет двигаться. По любой из указанных. Здесь ответ был правильным. То есть водитель нарушил правила остановки. Действие происходит вне населенного пункта. Вне населенного пункта мы едем только по правой полосе и должны выйти полностью на обочину. У нас легковой стоит слева, и мотоцикл, он стоит прямо на проезжей части. Он должен был выйти полностью, да, на обочину. Здесь оба нарушили, ответили правильно. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток неравнозначный. Главная дорога меняет свое направление. Здесь на главной находится легковой и автобус, но при повороте налево автобус будет помеха справа. Вы должны уступить дорогу автобусу. Ответ был правильным. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги. И они предупреждают вне населенного пункта за 150-300 метров. Тоже правильно ответили. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? При ДТП, когда мы остановились по технической неисправности, в населенном пункте мы должны включить аварийную сигнализацию и должны выставить знак аварийной остановки. От остановившимся транспортным средством до знака аварийной остановки мы ставим не менее 15 метров. Ответ был правильным. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью? Да, слишком малой скоростью мы можем двигаться, если при этом не создаются помехи другим транспортным средствам. Ответ 2. Здесь тоже ответ был правильным. После въезда на этот перекресток у нас установлен знак 4.3 круговое движение. У нас круг главное, значит мы будем иметь преимущество перед легковым автомобилем, въезжающим на него. Ответ был правильным.
Вы намерены остановиться слева у тротуара. В каком случае вы обязаны включить указатели поворота. У нас установлен знак 5.5 одностороннее движение, и мы указатели поворота обязаны показывать и перед перестроением, и перед остановкой. Ответ 3 в обоих перечисленных случаях. Здесь вы тоже правильно ответили. Итак, были заданы вопросы Лире из тем проезд перекрестков, сигналы светофора и регулировщика, и проезд перекрестков. И Лира сегодня ответила без ошибок, не допустила ошибки. Молодец. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, проявляйте уважение другим участникам дорожного движения, ведь от этого зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Всего вам доброго, до свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!